Народная музыка – зеркало жизни. Она объединяет поколения. Песенный фольклор ингушского народного творчества – это разнообразные виды и жанры – эпические, героические, лирические, шуточные. У каждого мотива есть интерпретация, которая придает композициям свою окраску и эмоциональность. Шедевры фольклора в исполнении творческого коллектива на время переносят всех в зале в край башен и легенд. Назрановский вальс и Кура-Замсак. Эти и многие другие произведения стали настоящим откровением для любителей национальной музыки. Живое исполнение вокалистов под аккомпанемент народных инструментов только заряжают атмосферу. Мелодии, знакомые каждому из нас с детства, под звуки и ритмы которых выросло не одно поколение. А вот среди зрителей есть и те, кто открыл для себя сегодня нечто новое. Многие школьники впервые посетили подобный музыкальный вечер. Хава Дударова осталась под большим впечатлением. Впечатления, конечно, шикарные. Очень понравилось, особенно атмосфера. Вот это ингушский фольклор. Это, конечно, завораживает очень сильно. Организаторы постарались передать зрителям не только красоту звучания мелодий, но и ценности нашей культуры. На сцене исполнители сменяют друг друга. Каждый из них олицетворяет тот или иной период многовековой истории ингушского народа. Розу Экажеву такие музыкальные вечера вдохновляют на новые творческие свершения. У нашего народа очень много красивых произведений. И хотелось бы, чтобы их исполняли больше и чаще. Ну и нам нравится просто это самим делать. Мы, в том числе я, занимаюсь переложением, делаю для составов, которые у нас имеются. Там 2 скрипки, аккордеон, доули, фортепиано, голоса. Иногда парно поем жанати, иногда сольно. В общем, мы стараемся и экспериментировать, и в то же самое сохранять наши традиции. Перенестись на мгновение в мир народных преданий и легенд, в мир ингушской старины, приобщиться к культуре народа через музыкальный фольклор смогли все желающие. В числе зрителей известные деятели культуры, школьники, творческой интеллигенции и просто ценители искусства. Старые песни, которые вначале звучали, прям за душу берут. Очень трогательно, очень красиво это звучит. Даже начать с того, что как эти артистки одеты, это завораживает просто. Теперь, что касается приобщения, конечно, я очень жалею, что мои дети, вот мой класс, они не пришли вместе со мной, вот только 2 девочки. Знать свою культуру, знать свою самобытность, это принадлежать к этому народу, знать свой язык. Мне кажется, мы должны это сохранять, развивать и способствовать к этому. Центр театра, кино и креативных индустрий продолжит радовать жителей республики творческими мероприятиями. В планах в ноябре провести вечер осенней музыки. Программа будет намного насыщеннее, обещают организаторы. Амина Зязикова, Магомед Яндиев, Магаз 24.